Предлагаю поделиться, Валерий говорит. Особенное здание для Чебоксар, хотя бы потому, что в годы войны здесь находился Иваков-госпиталь, а так это была школа номер 1. И здесь, видите, вывеска есть о том, что здесь находился Иваков-госпиталь номер 3058. И вот судьба великого Кайсына Кулиева привела в Чебоксары после тяжелейшего ранения под Орлом. И 29 марта 2013 года мы здесь открыли эту мемориальную доску. Присутствовали великий Ренат Харис, тогдашний председатель Рафис Курбанов, из Кабардино-Балкарии был Муталиб Бепаев и Юруслан Балатов, представители 3 братских тюркских народов. Это было очень символично. Великолепно выступил здесь Ренат Абый, великолепно просто, как всегда, это безусловно. Было холодно, конечно, но ничего, мы выдержали. Вот, действительно, и самое главное, когда-то вот Ренат подтвердит на 90-летие, что ли, я заявил со сцены, что было бы здорово, если бы в Чебоксарах была улица, носящая имя Кулиева. Сразу улица не получается, сперва надо постепенно, вот мемориальную доску. Аллах все получится, и улица, или проспект, вот, обязательно. И сделано все бесплатно. То есть город ни копейки не потратил, все сделали мои друзья. Вот. И проект, эскизный проект у вас в музее есть. И доску сделали, бесплатно все сделано. Вот это было очень трогательно, очень важно. Фильм сделали еще же. Фильм? И фильм, вот он как раз снимал, мы вам передали, у вас показывали. Ну что ж, Фатима, вам слово. Здесь это удивительно, просто, так сказать, от души. Очень рад. Фатима Кулиева, директор музея Кайсына Кулиева. Что память Кайсына чтится в Чебоксарах, что его любят, помнят. И вот уже 100 лет, а слово его живо, память о нем жива, и очень это отрадно. Я вас очень всех благодарю, что вы сегодня нашли возможность прийти сегодня сюда, почтить его память, возложить к этой доске цветы. И от всей души вам желаю мира и радости. Спасибо вам большое. Впервые в Чувашии, в Чебоксарах, внучка Кайсына Кулиева Лейла Жашоева. Да, простите, вам слово. Я хочу сказать всем присутствующим здесь людям большое спасибо за память, за то, что вы так гостеприимны, за то, что вы такие открытые, очень приятные люди. Когда мы вчера проезжали, когда приехали вот мимо этого места, хоть ночь была, какое-то такое трепетное, не знаю, чувство возникло, что мы вот именно здесь находимся, где он лежал, в этом госпитале, и где к нему так относились, как он проникся Чувашией, потом как он любил Чувашию, как он вот с Петром Хузангаем дружил. И ну, очень приятно. Спасибо большое, что вы нас так гостеприимно встретили, что вы такие искренние люди. Спасибо большое. Спасибо. 9 мая, в День Победы, перед началом шествия, демонстрации и так далее, возложили цветы к мемориальной доске Петра Хузангая, сперва там, а потом пришли сюда. Вот. Это было символично, поскольку Хузангай – это величайший наш поэт, и тем более отмечаем 110-летие со дня рождения. Мы, конечно, Кайсын, это не ваш, не наш. И договорились, что это будет доброй традицией. 9 мая обязательно писатели, творческие люди собираются
у мемориальной доски Хузангая, а потом здесь мы возложим цветы. Это будет, пока жив хоть один чувашский писатель, это будет так. Слово имеет Ренат Харис. Действительно, друзья, сегодня знаменательный день, когда мы чествуем поэта, мы чествуем душу его народа. Здесь присутствует весь балкарский народ со своей широчайшей и высочайшей, как Эльбрус, душой. Кайсын Ага Кулиев действительно был величайшим поэтом нашей страны. Не только России, а всего Советского Союза, и его слава докатилась до самых далеких окраин. Я о нем не буду говорить, мы еще о нем поговорим, я думаю, но только хочу поправить Валерия Владимировича Тургая. Он сказал, все это мы, говорит, сделали бесплатно. Ничего на этом свете бесплатно не бывает. Это все сделано, оплачено душой, золотом души чувашского народа. Спасибо. Большое спасибо Чебоксарам, Чувашии и всему чувашскому народу. Вот так чтит память вроде бы далекого, но очень близкого Кайсына Ага Кулиева. Сейчас там у нас есть высокие люди, вот чуть-чуть мы тут посмотреть надо было посмотреть. Ну, Михаил Николаевич Тарасов, как всегда он у нас, я без съемка, давайте. Свидетелей в Армении. Опа! Неповторимые гости из Кабардино-Балкарии. Музыкант, гармонист, лауреат международных фестивалей Урмай-Залида и Алтын-Майдан Светлана Чеченова и музыкант-барабанщик Джамал Чеченов. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в Национальной библиотеке Чувашской Республики на литературно-музыкальном вечере «Кайсын Кулиев. Поэт и человек», приуроченном к празднованию столетия со дня рождения выдающегося поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. У нас в гостях министр культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Яковлев Константин Геннадьевич. Поэты Чувашии, переводчики, заслуженные деятели культуры Чувашской Республики Юрий Семендер и Валерий Тургай, филолог, литературный критик, публицист Атнер Хузангай, народный поэт Республики Татарстан, заслуженный деятель культуры Чувашской Республики Ренат Харис. Председатель Союза писателей Республики Татарстан, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Данил Салихов. Председатель общественной организации национальной культурной автономии татар Чувашской Республики Филипп Гибадинов. Преподаватель Урмаевского структурного подразделения Комсомольской детской школы искусств Чувашской Республики Ильдус Шайдулин. Руководитель интернационального фольклорного фестиваля конкурса «Алтын-Майдан», заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гамира Гадельшина. Почетные гости из
Кабардино-Балкарии, племянница поэта, руководитель мемориального дома-музея Кайсына Кулиева Фатима Кулиева. Внучка поэта Лейла Жашуева. Каждый народ в ту или иную эпоху рождает своего великого поэта, творца, в стихах которого воплощается характер и душа народа. Для балканского народа таким поэтом стал Кайсын Кулиев. В ноябре 2017 года культурный мир отмечает 100-летие со дня его рождения. И сегодня поэт продолжает жить вместе со своим народом, народами всей многонациональной России и мира. Для открытия вечера поэзии слово предоставляется министру культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики Яковлеву Константину Геннадьевичу. Кыргын хаклы юлдашсем, туансем, ханасем. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Очень приятно сегодня, накануне столетия великого сына Кабардино-Балкарии, мы сегодня собрались в таком составе. Это все наши поклонники, друзья, почитатели. И хочется сказать то, что если я для себя сделал следующий вывод, что Кайсын Кулиев, многие из нас, выход из простой деревни, многодетной семье, как я понимаю, помню, 9 человек, 9 детей в семье, и он вырос как обычный сельский деревенский парень, пас также стадо, также пил родниковую воду, так же как ходил в обычную школу сельскую. И то, что по его рассказам, что он не помнит лицо, взгляд своего отца, потому что он потерял в таком 2-летнем возрасте своего отца. Это, наверное, для каждого сына особенно тяжело, наверное, было, я думаю, и он практически вся ответственность, как и мы понимаем, ложился на матери, который тяжелые годы носил всю эту ношу тяжести жизни. И, конечно, как по его описанию, все делал для того, чтобы дети получили хорошее образование. И даже в те первые дни войны он уже был на защите Отечества. И его подвиг, об этом вы тоже знаете, много об этом писали. Вот. Был десантником. Вот. Даже об этих первых дней войны, где он участвовал, даже еще в далекой Кабардино-Балкарии, даже мать еще об этом и не знала. Вот такой тяжелый год, и затем это учеба. И теперь мы сегодня с вами о нем говорим не случайно, именно в Чебоксарах, потому что так случился после войны, оказался в госпитале в городе Чебоксар. И об этом много у него вспоминаний. И самое главное, я хочу сказать сегодня о нем, остался целая история Чувашской Республики. И, наверное, сегодня, я думаю, родственникам, наверное, вам приятно то, что о нем говорит вся Чувашия. О нем пишут, о нем мечтают, о его подвигах. А это те трудные времена, и даже не только в военные годы подвиг, даже с ручкой пером это был подвиг. Это целая была идеология, это патриотизм, это воспитание. Он те самые трудные годы делал что невозможное. Об этом еще через 100 лет будут писать, я думаю, надеюсь, и будут говорить. То, что 100 лет это не так-то много, но столько сегодня вспоминаний о нем. Я, честно говоря, каждый, наверное, народ гордится
о своих великих таких сыновей. И поэтому есть сегодня и для молодежи подрастающего поколения, вот, то, что передал целое наследие развития вообще литературы, поэзии, то, что он сегодня подарил. Конечно, об этом, я думаю, наверное, мы все чувствуем. То, что он вспоминал в своих рассказах и многих, и Твардовского, и Ахматову, потому что он гордился, что он живет в эпоху таких великих поэтов. Но он, наверное, в те годы не думал, что и он станет в ряды таких великих поэтов. Поэтому, дорогие друзья, я не хочу много говорить. Вот. Сегодня много желающих, и об этом мы сегодня еще будем говорить. И много у нас будет мероприятий в течение этих дней. Вот. Просто я хочу выразить искренне благодарность прежде всего родственникам. Все, что вы нашли время, вы тоже совершили подвиг. Да, это не просто так сегодня сорваться, как говорится, в такую даль, не так-то близко. То есть вы тоже наследники. Вот именно, что продолжаете те начатые дела именно Кулиева. Конечно, хочу сказать огромное спасибо нашим друзьям Татарстана. Вот. То, что сегодня тоже они поддержали нашу сегодняшнюю такую замечательную встречу. Конечно, я не представляю без сегодня, Ренат Максумович, без вас, великого татарского сына, который не может быть сегодня среди великих сыновей Кабардино-Балкарии, Чувашской республики. Без вас тоже это сегодняшний день, вечер, я думаю, мы бы неправильно оценили. Огромное вам спасибо, что вы поддержали проект, поддержали только таким путем единствия, мира и согласия. И мы должны сегодня смело об этом говорить. Вот. То есть, что таких людей мы не имеем права забывать. На этом наше богатство. Это наша гордость великой российской страны. Потому что у нас многонациональная страна. Если мы только уважаем традиции, я всегда говорю об этом, язык, культура и великих просветителей, великих народов, вот, они великие народы не бывают, и тем мы и сильны с вами. Поэтому искренне хочу поблагодарить всех, и молодежь сегодня вот сюда многие смотрю, молодежь, студенты из вузов наших, вот, обращаясь к вам, вот те, которые сегодня традиции, мы продолжаем, вы должны, конечно, питать и делать все возможное. Через 100 лет вы тоже об этом вот, должны говорить о великих сыновей наших народов. Спасибо большое вам. Сегодня хорошего нам вечера и такой теплой, дружеской встречи. Спасибо. Величие Кайсына Кулиева как поэта и мыслителя в его бессмертных произведениях, созданных на богатейшей мифологии и фольклоре родной земли. Кайсын Кулиев – художественный гений балкарского народа. Он родился 1 ноября 1917 года в старинном ауле Верхний Чегем, Кабардино-Балкарии. Рано остался без отца. Родной край суровых гор, стремительных рек, простых тружеников вдохновил его на создание шедевров поэзии, вошедших в сокровищницу мировой литературы. Любовь к родному краю Кайсын Кулиев выразил в своих произведениях. Мой Кавказ, жизнь моя, без тебя я не я. Без Чегема, без гор, без Чинары на склоне. Мой Кавказ, колыбель и могила моя. Пред тобою всю жизнь я в сыновнем поклоне. Ты повсюду всегда, явь моя. Мои сны сновидениями зимними высятся горы. Над горами зеленые ветры весны, а вокруг синева, как морские просторы. Это ты, мой Кавказ, и сегодняшний ты. Это хваткой в плотину укращенные воды. Это голос светила, что, став на хребты, возглашает рождением. Мир вам, народы, мой Кавказ.
Твоя стать та же все и не та, за тобою века в посиделых былинах. Говорю я, бессмертна твоя высота, я всего лишь перо твоих крыльев орлиных. Стихотворение Касима Кулиева «Мой Кавказ» прочитала студентка Чувашского государственного института культуры и искусств, лауреат и призер международных и всероссийских конкурсов Анастасия Селямкина. Любить родную землю Касим учился у своего народа и выдающегося балкарского поэта Кязима Бичиева. Его учителями были великие мастера слова Шекспир и Данте, Гёте и Наваи, Хайам и Пушкин. В 30-е годы будущий поэт поступил в литературный институт в Москве. Учебу в нем он совмещал с занятиями в театральном институте ГИТИСе. Годы, проведенные в Москве, расширили круг знаний будущего поэта в области литературы и искусства. Он познакомился и подружился со многими поэтами и писателями страны, дружбу с которыми пронес через всю жизнь. Удивительная простота, высокая духовность, особый дар притяжения. Все эти черты были присущи Касиму Кулиеву, человеку большой души, с добрым и чутким сердцем. Кайсен Кулиев обладал ярким и многогранным даром соединять людей, культуры. Друзья и коллеги по перу отмечали его разностороннюю образованность, блестящую творческую память. Творчество Кайсена Кулиева высоко ценили его друзья и собратья по перу: Алим Кишоков, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Давид Кугультинов, Чингис Айтматов, Михаил Дудин, Дмитрий Кедрин, Александр Фадеев, Борис Пастернак, Николай Тихонов, Александр Твардовский, Евгений Евтушенко и многие-многие другие талантливые поэты и писатели. Поэт всегда с теплом и любовью говорил о своих собратьях по перу, писателях-горцах, богатых литературных традициях России и Кавказа. Образы России, друзей были близки и дороги сердцу Кайсена Кулиева. Они присутствуют не только в лирике, но и в его письмах, размышлениях о поэзии. Приглашаем на сцену народного поэта Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Российской Федерации Рената Хариса. Дорогие друзья, я уже огромное количество раз стою вот на этой сцене, смотрю на эти стены и вспоминаю, какие прекрасные вечера были организованы и организовываются здесь, в сердце Чебоксар. Этот зал со временем, наверное, станет тоже мемориальным залом, потому что эти стены помнят о многих прекрасных словах, о великих людях, а не только Чувашии, чувашского народа, но и всей нашей России, всего бывшего Советского Союза. Библиотека есть библиотека. Библиотека есть сокровищница души народа, но не каждая библиотека эту душу выставляет для других как самое вкусное яство в самый прекрасный день. И вот сегодня это тоже замечательный день у нас в России, не только в Чебоксарах. Мы вспоминаем о великом человеке, о поэте мира, о поэте, народном поэте Балкарии, Кабардино-Балкарии, балкарского народа Касима Шугаевича Кулиева. Я уже, по-моему, где-то рассказывал, он бывал и в Казани, я с ним всегда разговаривал на татарском, он всегда говорил на своем балкарском. И в Москве мы встречались во время разных съездов. Он на своем говорил, я на своем говорил, и мы понимали 90%
наших слов, но 100% наших мыслей и 110% чувств мы друг друга принимали. Мы были два народа, 3-4, вот все тюркские народы, мы понимали друг друга. Когда однажды он в клубе Тукая в Казани на улице Баумана выступал на балкарском языке, сидели татарские писатели, и один крикнул: «Кайсын ага, қалыңыз Казанда, оставайтесь в Казани, будете татарским поэтом». И он с мудростью горы Эльбрус сказал: «Нет, — говорит, — я не могу остаться в вашем городе, для меня очень дорогой Казани, потому что я не только балкарский поэт, но поэт всего Кавказа. Я не могу без моих степей, а самое главное, я не могу без моих гор». И все, конечно, зааплодировали. Вот. Это мы аплодируем на его слова, мудрые слова. Действительно, каждый поэт, он корнями, ногами врастает в свою землю, оттуда берет соки своей земли и видит своими глазами свое небо, дышит тем воздухом, и поэтому он становится частью той атмосферы и той земли, которые его родили и сделали поэтом. Кайсын ага действительно поэт не только своего народа, потому что его мудрость не только для сегодняшнего дня, но и для завтрашнего дня, потому что он выражает не только мысли и чаяния собственного народа, он выражает мысли и чаяния горести и радости всего человечества, всего человека. Он говорил: поэзия не может рождаться, поэзию рождает свет и добро. Вражда и злоба не могут рождать поэзию, хотя вражда и злоба пользуются поэзией, и фашизм пользуется, и вот терроризм пользуется поэзией для того, чтобы все глубже проникнуть в сердце человека. Ну какие слова у Кайсына Шуваевича: поэзия не может служить злобе и вражде. И его выдающееся творчество и показывает, и рассказывает нам об этом. Мы его любим, мы его любили, мы его будем любить и как выдающегося поэта, и как великого человека, и стойкого борца за жизнь поэзии, которая рождалась от света и добра. Вот в этой книге как раз есть, у меня вышла книга «Замана Калям. Время и перо». Здесь статьи мои, написанные по-русски, опубликованные на русском языке, статьи, написанные на татарском языке, по-татарски, здесь опубликованы. И вот 114 страница есть статья Кайсын Кулиев к 90-летию со дня рождения поэта. И вот эту книгу кому бы подарить, товарищ министр? Или в библиотеку подарить, или подарить нашим гостям? Библиотеку, конечно. Библиотеку. Вы приедете, если Да. хотите. Да. Я хотел бы подарить тогда эту книгу этой библиотеке,
чтобы она не только... Здесь есть статьи о Шекспире, о Иване Яковлевиче Яковлеве, о Константине Иванове, о Тургае, о Семендере, о Афанасии. Много актуальных писателей. Еще раз давайте поаплодируем вот этому мероприятию и Кайсену Кулиеву. Приглашаем на сцену председателя Союза писателей Республики Татарстан, заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан Данила Саликова. Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан. Добрый день, хайырлы күн. Здравствуйте, я первый раз в этом городе. Спасибо всем. Сегодня мы собрались три братских народа. Сегодня мы вспоминаем нашего великого человека Касима Кулиева. Родня здесь сидит. Не только вы родня, все бывший Советский Союз, сейчас, скажем, Россия, все думают, что Касим Кулиев это и татарский, и чуваши, и марий. Правильно я говорю? Это наш человек, любимый человек. Вот здесь у меня написано целый доклад. Я это не буду читать. Я огромное спасибо, что вот такие мероприятия делали чувашский народ. Вот, дорогие друзья, вы приехали издалека, а мы соседи. Мы все время жили соседями. Чувашский, татарский народ всегда жили радостно, дружно. Мы всегда работали вместе, дали наши девчонки чувашским ребятам, наши ребята взяли чувашские девчонки. У нас совместная семья есть. Даже у меня есть в родах, у меня своя тоже чуваши. Самый уважаемый человек у меня. Валерий Тургай, огромное спасибо тебе. Татарстан тебя очень хорошо знает, тебя уважает, мы тебя любим. За что? Что наш Муса Джалилов перевел Тукая, на это огромное спасибо. Где здесь сидит, вот у нас Сарбий, Раис Сарбий сидит. Это наше. Спасибо. Всегда вот я приеду, обязательно будет звонить, спросить, а ты видел Сарбий? Обязательно. И мы министр культуры воспитывали сначала у нас, потом дали чуваш. Правильно я говорю? У нас работали, правильно я говорю? И хочется, вот студенты здесь сидят. Этот день остается в истории. Вы все будете в дальнейшем рассказывать. Вот мы сидели вместе, были из Татарстана, приехал к нам Ренат Харис. А вы знаете, кто он, Ренат Харис? Это классик татарского народа. Не только он литератор, он политик, он и сегодняшний человек в Татарстане, сказать можно, человек номер один в литературе. Я сегодня горжусь, что сегодня в командировке таким человеком Ренатом Харисом. Еще раз из Татарстана большой привет, из многочисленных писателей, у нас 337 писателей, все они огромные вам привет передали, огромное спасибо. И разрешите вручать вот этой энциклопедии Габдулла Тукай. Это я вручаю в библиотеку. И я хочу, чтобы вот эта книга была и Касим Кулиевских
Родины тоже. Возьмите, пожалуйста. Это наш великий Тугай. И хочется сказать, вы думаете, кто я такой? Я сам драматург. У меня пьесы ставятся в многих республиках, Башкортостане, Чувашии. Вот, может представить эту книгу, я министру отдам, потому что мои пьесы здесь. А вдруг? Чувашский театр. Вот я как раз хотел, не друг, а у нас в этом году, в 2018 году стали Чувашскому драматическому театру Константина Иванова. А кто не знает, наш театр именно родился в Казани, где сегодня находится на улице Островского театр юного зрителя. Вот поэтому мы как раз сейчас на днях я написал письмо министру культуры просьбой оказать, что мы тоже мемориальную доску хотим там на столетие установить, что написано большими буквами золотыми. Здесь начинался жизнь Чувашского драматического театра Константина Иванова. Спасибо. Поэтому мы обязательно будем ходить. Ага, спасибо. Пока не работаем, отдыхаем. Так, дорогие друзья, я бывший актер. Я работал в Академическом театре, Камалского театра, Тинчуринском театре и учился в музыкальном училище по вокалу. Поэтому я хочу от Татарстана одну песню подарить. Народная песня «Алой Намтудана». Возьмите, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Oh
Огромное спасибо. Приглашаем на сцену председателя общественной организации «Национальная культурная автономия татар Чувашской республики» Фирида Гибадинова. Салам алейкум. Уважаемый президиум, гости из Кабардино-Балкарии, они и справа, и слева тут сидят. На самом деле, Кайсын Кулиева я в молодые годы больно не знал. Я его познал после проведения фестиваля «Алтын Майдан Эльбрус». Вот с тех пор мы с балкарцами очень дружим. Дружим из поселка Эльбрус. То есть ездим мы в Кабардино-Балкарию, Балкар, даже мы у вас были в музее Джамиля-ханом. И они к нам приезжают. И вот мы сегодня с удовольствием, вот мои друзья, Асият ханом, Светлана Якубовна, Джамал Эфенди, специально приехали на этот праздник. Мы сегодня уже успели с утра побыть в Казани на телевидении. Сейчас сюда вернулись. И завтра мои друзья будут работать на селе Бурмаева, в татарском селе, на межрегиональном фестивале «Уйнагыз гармоннам, играй гармонь». Так что мы связаны. А вот насколько понять, Кайсына Кулиева можно как великого поэта, именно когда почувствуешь воздух гор Чегет, Эльбрус, когда побудешь в Чегемском ущелье, когда будешь в его музее мемориале, и когда будешь, самое главное, в его родном ауле Бежный Чегем. Вот самое главное, вот маленькая деревня Бежный Чегем находится очень высоко, в горах, везде камни, одни камни. Вот если по сути дела, нам не понять, вроде там жить невозможно. Но люди там жили тысячелетиями. Одни камни. И находят, где пасти коров, коз, находят пищу там. Я побыл, тут фотографий нет. Увидел вот очаг, где вырос Кайсын Эфенди. Он родился 1 ноября, как я же. Он не помнит лица своего отца, как я же. У меня отец тоже умер 32 года, я не помню, мне тоже был 3 года. И я в нем чувствую какие-то вот свои взаимопроникновения, свои чувства такие же. Я уже творческий человек, более 40 лет работаю в культуре и искусстве, работаю на развитии татарской культуры. Я его понял, что действительно именно такие люди могут быть великими. Он родился, наверное, великим, его мать родила. Он вырос, наверное, благодаря великим, благодаря вот этих гор, благодаря вот то, что он был на войне, получил ранение, он все тягости прошел как человек, но он вот смог выразить своим пером и стал великим человеком. Это очень радостно. У каждого народа есть такие великие люди. Габдулла Тукай не дожил даже до 30 лет. Константин Иванов тоже не дожил до 30 лет. Все уходили так молодым и так далее. Я очень рад, познал такого человека. И я же благодарен из-за него. Я нашел очень много друзей среди наших карандаш, курандаш, чувашла.
среди балкарцев. Мы с ними замечательные друзья по всей жизни. Вот один звонок, 1000 километров отсюда, несколько тысяч, 2 суток в плацкартном вагоне, вот наши ребята, Асият Ханум, Джамал Эфенди, приехали, чтобы показать, что балкарцы с нами. Всем большое спасибо, огромное спасибо. Зор Ахмед. Приглашаем на сцену преподавателя Урмайского структурного подразделения Комсомольской школы детской, Комсомольской школы искусств Комсомольского района Ильдуса Шайдуллина. Мы сделали небольшой сюрприз. Я приглашаю моих друзей и Илдуса. Илдус сейчас попробует исполнять на стихе Кайсына Кулеева песню это «Кубысши кыз». Кубыс. Сами понимаете, да? Поняли? Это значит песня посвящается как гармонистке. Илдус, может. Я извиняюсь, конечно, что не успел выучить слова. Всю ночь мы до полночи репетировали, но все равно не доучил. Ну, извините, что я буду смотреть. В 1940 году выходит первая книга стихов Кайсына Кулеева «Здравствуй, утро, салам, эртенлик», которая была тепло встречена читателями. С самого начала Великой Отечественной войны поэт находится на фронте. Вскоре он был тяжело ранен, но остался в армии, работал фронтовым корреспондентом газеты «Сыны Отечества». Кайсын Кулиев
проделал путь от Сталинграда до Севастополя. Участвовал в боях за освобождение Орла, Москвы, Ростова, Донбасса и Крыма. Награжден орденами «Отечественная война», «Красная звезда», медалями. Но поэт и на войне остается поэтом. В годы войны им написаны десятки и сотни стихотворений. Примечательно, что с Чувашией знаменитого балкарского поэта связывают страницы биографии. Осенью 1941 года в жестоких боях под Орлом он был тяжело ранен и попал в госпиталь в Чебоксары, где лечился до ноября 1942 года, и за это время написал немало стихотворений, рассказов, очерков. Свои стихи Кайсын отправлял в Москву, где они переводились на русский язык талантливыми поэтами. Вскоре по телефону его разыскал поэт Борис Пастернак. Он прежде никогда не слышал о Кулиеве, но его поразили услышанные им по радио стихи 25-летнего поэта. Приглашаем на сцену солиста хора Чувашской государственной академической симфонической капеллы Вячеслава Бахтеркина.
1944-1957 годах балкарцы находились в депортации в безводных пустынях Средней Азии. Эта трагедия оставила неизгладимый след в памяти балкарского народа, наложив глубокий отпечаток и на творчество Кайсына Кулиева. Путь истинного поэта всегда трагичен. Пережив все ужасы войны, боль потерь, ранения, он вернулся домой, но оказалось на пепелище. Имея возможность остаться в горах, поэт уезжает в Киргизию, вслед за своим народом, где прожил более 10 лет. Здесь он работал секретарем Союза писателей Киргизии, переводил тюркоязычных авторов, в совершенстве овладел киргизским языком. Кайсын пишет в те годы стихи для боли своей и народной. Всей своей жизнью и творчеством поэт заслужил право говорить от имени своего народа, взамен
получая его признание, понимание, любовь и поддержку. Дорогие гости, предлагаем вашему вниманию литературный монтаж по произведениям Кайсына Кулиева в исполнении студентов Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлевича Яковлева. Англадан, Калаха режим, Шутсанна уплана, Хурлах видер, Менженеский джембит, и режим, Мендузаша Хурлах ирдем. Шумарбат, Наджан Шандалага, Ятлазак, Уйрулмада диван, İldarğaşın man havaslağa, tentelilerek sana bulduğum. Ирдетти шургуне, коллег килет, вара коллег семисленет шаран, ирдетти киргуне, тадах килет. Эпшештек таврнаймы каяла. Тепре килзесен, шумар типшере, шавари вол, шабырдатса шуза. Хелкилиде юршеве октябре, шу таврнаймы эбе каяла. Ирхишевле каятте таврналь. Кунхыщен кун килет чунаушса, кашхыщен каш килетте, кашхыщен каш килетте ашканаль, каятшин ömürlük ırre. Эпир санбак бурнат парцелерин, хышчух тарахтарат пропарбырне, хышчух савндарат пар. Сив жилрин хуплат пропарбырин челзине. Вал юраду ующуды чешмар. Вал шижерен дешивичле хышчух. Хышчух чаранаймас парсавнума. Хышчух икчунжренжи канлющух. Вал юраду хышчух шурчичкелек. Хышчух вал щижен еврхим ленец. Андин, чундар дарвал вот химебе. Юраду щеклеть, чунчериня. Ща в юрах паян шранче, я на наре шопла хра. Мана не на юрлаче, сартла тула тарахра. Ща морхюдер, щилю ладер, щищер щелдер тибере. Уях тебе не сюда-то, хемленце, ща кевебек. И 1970-е годы – пора наивысшего расцвета творчества поэта. В этот период выходят его сборники стихов, каждый из которых становится явлением не только в русской, но и мировой литературе. В 1966 году за книгу «Раненый камень» Кайсын Кулиев удостоен государственной премии имени Горького. Камень – это символ творчества Кулиева, духовной крепости балкарского народа, его целеустремленности, мужества, терпения, оптимизма и веры в торжество справедливости. Центральное место в поэзии Кайсына Кулиева занимает человек,
природа и идеи гуманизма. Его не покидала тревога за судьбы мира, человеческой культуры. Он от всего сердца заявляет: «Я люди, рожден на этой земле для того, чтобы вас любить. И ваша радость – радость моя, и ваше горе – горе мое». Кайсын Кулиев дарит радость людям, увлекая их в прекрасный мир своей удивительной поэзии, уводя их от неизбежных в жизни забот и волнений. Его стихи – это симфония любви ко всем народам мира. Он много писал об этом прекрасном чувстве, о радости бытия, о том, как прекрасна жизнь. Поэт посвятил замечательные строки матери, а его любовная лирика исполнена мужского великодушия и нравственной высоты. Приглашаем на сцену Анастасию Селянкину. Как хорошо проснуться на рассвете, глядеть на мир, за птицами следить и знать, что выше счастья жить на свете ничего не может быть. Какое счастье утром пробудиться, увидеть гребни гор издалека, увидеть, как над зрелой пшеницей неспешно проплывают облака. Какое это счастье, что ты можешь смотреть на дорогих тебе людей, на землю, чьи черты святые схожи с чертами милой матери твоей. Прекрасно все, что просто, все, что сложно, и как не любоваться нам с тобой любой земной тварью, пусть ничтожной, земной неповторимой красотой. Прекрасно все, и сокол, и кузнечик, зеленый желтеющий листок, и дождь, и снегопад, и чет, и нечет, все, что приходит в срок или не в срок. Как хорошо проснуться на рассвете, глядеть на мир, за птицами следить и знать, что выше счастья жить на свете ничего не может быть. Приглашаем на сцену преподавателя Урмаевского структурного подразделения Комсомольской детской школы искусств Комсомольского района Чувашской республики Ильдуса Шайдуллина. Huşislerin güller sipkende Terezeden jiller şirkenede Qaramadım ligem eğlenip Allarımdan ütüp gitkende Jalı yazılar dik başlandığına Elgine yeşil gide kış Eytir süzüler eli eytilmegen Jırlanmağan elim bizning Sinigine bakıp yıldızım Gönlümden azlap yertemim Ayrılaşu günüm gelmesin Güzel kavuşu günüm gütemim Yılı yazılar dik başlandı gınam Eline yeşil gide kış Eytir süzüler eli eytilmegen Jırlanmağan elin bizning Приглашаем на сцену поэта, заслуженного работника культуры Чувашской республики Раису Сарби.
Добрый день, добрый вечер, уже вечер. Мы сегодня долго здесь работаем. Очень приятно видеть вас сегодня здесь. Я хочу перед вами признаться в любви к своей руке. Я очень люблю свою вот эту правую руку. Не потому, что прекрасные стихи пишет и прославляет меня, а потому, что к этой руке прикасались божественные губы великого балкарского поэта Кайсына Кулиева. Я тогда была молодой мамочкой, не такой, как старая бабушка 4 внуков имею ныне. Была молодая, была на творческом вечере Кайсына Кулиева в Москве, ЦДЛ, в Центральном доме литераторов, Зинаида Полванова, моя переводчица, говорит, я переводила Кайсына Кулиева, пойдем, поклонимся, поздороваемся. Зашли, такой симпатичный молодой человек, в красной рубашоночке, хорошенький такой, восхвалил нас своими прекрасными восхищениями. Мне говорит, ты как горянка красивая. Об этом вечере я написала стихотворение «Кайсын Кулиев Щелдаре». Это стихотворение я прочитала на презентации книги Кайсына Кулиева в переводе нашего народного поэта Валерия Тургая в этом зале. Сейчас повторяться не буду. Я сегодня хочу прочитать самое-самое мое новое стихотворение, которое написала пару часов назад. Кайсын Кулиев «Шаржуме Чавашинле Палладуни». Посвящаю Валерию Тургаю, народному поэту, поскольку он вложил в свою душу прекрасные произведения Кайсына Кулиева, на чувашском прозвучали как наши родные произведения. Кайсын Кулиев Шаржуме Чавашинле Палладаватпар Унхарза Чапла Кунжулне Пужадайса Сумазаватпар Тургай Бужарназа в вине Чанчавашла Янратараппар Черенхевекке Гавине Ергизене Савса Хураппар Тургай Валерий Шаржулне Чанчавашла Палла Думашка Унтеренти Хем Вудчулне Пужадайса Сумазумашка Сидетчи Чважахват Пурнаичи чвашлых арлых, а паянах тадашын пад, чвашуне айван хаярлых. Чваш тельгин янравлых не, пинь-бинжу, сартварман и тлене. Чваш тельги хойхалых не, вайванышын дерне, сиплене. Чваш тельги эмерлиге, чанбек керледерге янрадыр. Чваш тельги жен перлиге, чвашынны. Хаюллан карды, сыхларды ван черегемере, таван череге янрадыр ире, выл кедер шене эмере, ужаланса хаюллан шире. Кайсын Кулиев пин жулне, чавашкенреге паллы дучы, унхарзыр чаплы бын жулне, мон уксен астучы. Тургай Бужарназы в вине, чын чавашла ян-янраттарчы. Бучунин хемле девине, шутса ярза, семе шутатчы. Шапла булдыр, кезе бала, чываш телхижен кардыра. Спасибо за внимание. Эти стихи я переведу сама на русский язык и в Балкарии на празднике прочитаю на русском языке и на чувашском. Спасибо всем. В 1967 году Кайсын Кулиев удостоен почетного звания народного поэта Кабардино-Балкарии. В 1974 году ему присуждена государственная премия СССР за книгу «Земли». В 1985 году выходит последнее прижизненное издание поэта, сборник стихов
стихов говорил людям. Касым Кулиев успел подготовить к выходу в свет сборники стихов «Человек, птица, дерево», «Жить», повесть «Скачи, мой ослик», роман «Была зима». Но все эти книги были изданы уже после смерти поэта. В 1990 году поэт удостоен Ленинской премии посмертно за книгу «Человек, птица, дерево», ставшей художественным итогом его деятельности. Последние годы жизни, вплоть до своей кончины 4 июня 1985 года, Кайсым Кулиев провел в своем доме в Чегеме, где по его завещанию он и похоронен в саду. В 1987 году в нем открыт мемориальный дом-музей Кулиева. Приглашаем на сцену племянника поэта, руководителя мемориального дома-музея Кайсыма Кулиева Фатиму Кулиеву. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Я очень рада быть на сегодняшнем мероприятии. Очень рада, что у меня появилось столько друзей. У Кайсыма Кулиева действительно был дар. Мне приходится это отмечать последние дни, потому что круг наших друзей расширяется, а у Кайсыма был дар обретать друзей и сдруживать их друг с другом. Вот как он сказал, дружба народов состоит из дружбы людей. Разве это не правда? Если мы будем дружить, на земле будет только мир и радость. Как сказали, в 1987 году был открыт мемориальный дом-музей Кайсыма Шуваевича Кулиева. Ему в этом году, 30 октября, исполняется 30 лет. Мы стараемся, чтобы заветы Кайсыма Кулиева, все его культурное наследие было доступно широчайшему кругу людей. Для этого мы создали вместе с фондом «Энергия созидания», ныне он называется фонд «Асия», официальный сайт Кайсыма Кулиева. И на сегодняшний день мы постарались сделать его наиболее доступным, чтобы любой человек, который услышал имя Кайсыма Кулиева и заинтересовался его творчеством, его жизнью, мог в любую секунду получить полную информацию. То ли о его стихах, то ли о его прозе, о его жизни, обо всем. Также мы ведем в социальных сетях страницы. Сегодня нам было очень приятно видеть свои материалы вот с этого экрана. Поэтому вот в лице вашей национальной библиотеки мы обрели тоже постоянного теперь друга, надеюсь, и будем сотрудничать. Мы будем рассказывать о ваших достижениях. Вы вот приобщаете читателей, людей вашей республики к нашему, так сказать, творчеству. Очень приятно, что Кайсына любят и чтут многие годы, уже десятилетия, так скажем, в вашей республике. Это нам отрадно отметить, что Кайсым Кулиев и сегодня помогает своим творчеством жить людям. Следовательно, он жив. Когда мой отец, он старший брат Кайсыма Кулиева, переживал, он очень тяжело переживал, что его младший брат уходит первым. Он готов был поменяться с ним местами. Простите. Увидев, сколько людей собралось на его похороны, он сказал: Кайсын жив, потому что посмотрите, сколько людей к нему пришло. Вот и я сегодня хочу повторить его слова. Спасибо вам. Слово предоставляется внучке поэта Лейле Джашуевой.
может быть. Алим передает привет из Америки, Азамат передает привет из Турции, Жанна Кайсыновна из Кабардино-Балкарии. Особенно хочется отметить вот Валерия Тургая, поблагодарить организаторов таких масштабных мероприятий в Чувашии. Хочется сказать, ну, в завершение, я много не буду говорить, строчкой из Кайсына Кулиева я хочу завершить. У него есть сборник, называется «Мир дому твоему». И я хочу сказать: мир благодатной земле Чувашии. Спасибо большое. Я разволновалась, меня только что брали интервью, я не успела сесть, меня пригласили на сцену. В вашей национальной библиотеке мы привезли сборник избранных стихов Кайсына Кулиева, который вышел к юбилею. Он только из типографии. Вот, передам директору. Такой экземпляр для министра культуры. Поэзия Кайсына Кулиева вдохновляет художников, скульпторов, композиторов, литераторов, деятелей кино, артистов. На стихи поэта написаны песни «Все еще впереди», «Ласточка», «Женщина, которая поет», а его крылатые слова звучат как философское завещание потомкам. Легко любить все человечество, попробуй, полюби соседа. Каждая пуля на войне поражает одну цель — сердце матери. Будь достойным горя, мир и радость вам, живущие. На родине поэта, в селении Эль-Тюба Чегемского района, открыта мемориальная композиция «100 шагов к Кайсыну». Архитектурный ансамбль каменной стены протяженностью 350 метров, на которой размещены начертанные на мраморных плитах 100 стихотворений классика балканской литературы о родине, матери, дружбе, жизни горцев, а также высказывания о нем 25 известных людей. Уникальный народный проект является выражением любви и признательности поколений великому сыну балкарского народа Кайсыну Кулиеву. Имя Кайсына Кулиева носят проспект и Балкарский драматический театр в Нальчике, улица в городе Чегеме, где находится дом-музей поэта, и благотворительный фонд при музее, школа в селе Нижний Чегем, пик в урочище Баши, школа и музей в Индии, парк в городе Анкара, Турция, улицы городов Ингушетии, Киргизии, Туркменистана названы именем поэта. Произведения Кайсына Кулиева переведены на 150 языков народов России, СНГ и зарубежных стран. В разные годы стихотворения Кайсына Кулиева активно переводились на чувашский язык многими известными поэтами Чувашии. Знают в Кабардино-Балкарии и о большой дружбе Кайсына Кулиева и народного поэта Чувашской республики Петра Хузангая. На чувашский язык его произведения переводили Яков Уксай, Александр Автемьев, Юрий Семендер. Приглашаем на сцену народного поэта и заслуженного деятеля культуры Чувашской республики Юрия Семеновича Семендера. Вот как сейчас Семендер вышел на сцену, таким промающим явился Кайсын Кулиев в 1942 году в наш город Чебоксары. Лечился, лежал, однако создавал и стихи Кайсын Шубаевич. Быстро вышел на союз писателей, вызвал к себе председателя Союза писателей Аркадия Александровича Эсхеля. Таким артистичным, звучным, хорошим голосом сказал: «Привет тебе, Эсхил 20 века, Аркадию Эсхелю». Тот тоже парень не промах. Говорит: «Салам сыну Эльбруса». Вот так познакомились наш тогдашний председатель
Аркадий Исхель и десантник Кайсын Кулиев в госпитале номер 3056 в 1942 году. Но Кайсын был ранен очень серьезно и лечился долго. К нему ходили Семен Ильгер был у него, Чехван Шамлы был у него, и частенько бывал начальник управления по делам искусств Александр Колган. Так что Кайсын Кулиев в лице Чувашии обрел новых, надежных, хороших друзей. А Петр Хузангаев в то время был на фронте, Уксай был на фронте, Алга на фронте, наши ведущие тогдашние поэты. И дружба между ними, нашими чувашскими поэтами и Кайсыном Кулиевым, продолжалась до самого конца, пока живы были наши чувашские поэты. Конечно, очень любил Кайсын Кулиев нашего Хузангая. Очень уважал его, потому что они вместе ездили и по Союзу, может быть, даже и по зарубежным краям выезжали вместе. И он оставил такие замечательные строки о Чувашии. Кайсын Кулиев говорил: чувашам есть чем гордиться, есть кем гордиться, есть великолепная поэзия в Чувашии. Вот Хузангай. У Хузангая надо учиться утонченному аристократизму в поэзии. Какие мудрые слова. И я сейчас уже, конечно, я встречался с Кулиевым, но близким его товарищем не был. Там на съездах, на пленумах, на московских активах встречались мы. Так что рука моя тоже, как Рая говорит, Сергей помнит Кайсына Кулиева, тоже рука помнит моя теплоту горячей руки великого Кайсына Кулиева. Я хочу коротко сказать: слава великому балкарскому народу, слава Кулиеву, Кайсыну, народному поэту Кабардино-Балкарии и народному поэту всех народов. Спасибо. Приглашаем на сцену филолога, литературного критика, публициста Атнера Петровича Хузангая. Я хочу сказать, что, наверное, существует такое, как бы, всемирное братство поэтов, больших поэтов. Вот это было и в советское время, были такие поэты, как Сайфи Кульдаш Мустай, Карим, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Алим Кишоков и многие-многие другие, которые ощущали вот это родство между собой, близость, общались в разных ситуациях и так далее. Вот. Но мой отец, вот интересно, здесь такие совпадения, он тоже был участником Сталинградской битвы, и у него тоже, как у Кайсына Шулаевича, есть медаль за оборону Сталинграда. Они как бы могли там встретиться, но этого не случилось. Но они стали близки действительно, наверное, позже. Возможно, во время первого съезда учредительного писателей Российской Федерации, это было в 1958 году, может быть, в какой-то другой ситуации, я этого точно не знаю. Но вот это родство, какое-то чувство близости у них оно было. Вот здесь были приведены такие замечательные слова Арсения Тарковского, прекрасного русского поэта, что вот эти поэты, они как бы имели право, не как бы, а действительно имели право, заслужили это право говорить от имени своего народа. И в то же время они говорили как бы для всего мира. Вот такие были темы. То есть вот этим, наверное, и
велики эти поэты. Вот. Я думаю, что они в некотором смысле являются бессмертными, потому что выходят их книги, люди читают их стихи на разных языках, на родном, конечно, балкарском языке прежде всего в данном случае. Значит, их тепло, их души, оно, хотя они сами куда-то ушли, может быть, там далеко, в небеса, но тепло души их остается с нами, и мы, вспоминая их, читая их стихи, тоже становимся как-то в какой-то степени причастны, хотя, может быть, мы и не поэты, но к этому братству. Они оставили нам тепло своих душ, огонь своих сердец, вот, и поэтому они тоже с нами, в этом смысле они, конечно, живы. Я вот хочу прочесть одно стихотворение, которое мне очень как бы дорого. Оно является своего рода таким, может быть, духовным заветом Кайсына Кулиева всем нам, живущим. И оно как бы близко. Почему? Это, наверное, такое, может быть, программное стихотворение его. Над камнем раненым я горевал, хотелось мне, чтобы снова утром ранним на нем росли цветы и луч играл. Я горевал о том, что камень ранен. Над деревом сраженным топором грустил, хотелось мне, чтобы в теплом свете оно, как прежде, осеняло дом, чтобы в тени его резвились дети. Скорбел о тех, кому уж не прийти, их судьбы стали издавна моими, о тех, кто пал и кто пропал в пути, я горевал и их любил живыми. То есть вот их тепло, этих поэтов, Кайсына Шулаевича, оно остается с нами. Я думаю, что это действительно подтверждает величие их поэзии, их стихов, их жизни. Вот. Спасибо. Приглашаем на сцену литературного критика, филолога, публициста Виталия Петровича Станьяла. Я рад, что Кайсын Кулиев может собирать так много народу и позволяет говорить о великой дружбе не только поэзии, но и наших душ. Я хотел как раз сейчас передать Фатиме Кулиевой информацию, которую писал в 2013 году, когда впервые Тургай собрал нас здесь, открыл памятник, памятную доску. И я по просьбе, это, кажется, «Заман» называется, написал информацию для их балкарских газет. Вышло, не вышло, не знаю. Ну и там писал, что наша история глубоко древняя, и связи у нас не кончаются. Меня поразило, когда я в Москве слушал урок Лисы, фамилию не помню, она очень известная в Балкарии девушка. В Союзе писателей работала. Вот она дала урок, и я там почти понял. Он пример перевод для начальных классов. А тема на тапка туян забаджи. Я сижу, что за чуваки, башпашев, что ли, я купил. А потом догадался, что это футбол, мячик. Приехал, посмотрел словарь, у нас тоже есть, оказывается. Здесь я привожу несколько таких примеров. Полно одинаковых слов, только мы почему-то ленивы и не изучаем своих собратьев. Ант, клятва, карандаш, хрундаш, разбазал бужья, беренча дамба, премер губа, жол, щел, жил, щит, от, вот, ад, от. Десятки, сотни одинаковых слов, что если чуть-чуть вникнуть, даже ближе, чем татарский, мне кажется. Вот. Не буду вашего внимания отнимать. Спасибо Тургай тебе. Все-таки даже один человек может сотворить вот такие веяния, деяния, которые идут волной. Вот не только по родному народу, но по другим сородичам. Нам, конечно, чуть-чуть не хватает смелости, храбрости,
кавказской орлиной смелости, скорее всего, чтобы дружить с Эльбрусом и с другими горами и морями. А я статью назвал тогда. Сейчас, наверное, не вот. Хоть далека от Волги Адлсу. По-чувашски Волга Адл, а под Эльбрусом есть река Адлсу небольшая. Я был там, знаю, там и хребет по-чувашски называется. Откуда, как попал, конечно, я этого не знаю. Но хоть Волга далека от Адлсу, но Адл и Адлсу, благодаря поэзии, в наших душах и помогает нам. Спасибо, что вы приехали вот оттуда, через сотни препонов, зигзагами приехали в Чебоксар, уважили не только память Кайсына Кулиева, но чувашского народа и, собственно, весь спел. Спасибо. Спасибо. В 2012 году читатели познакомились с поэзией Кайсына Кулиева в переводе Валерия Тургая. «На мир смотрите добрыми глазами». Тинжиния Курсамар, Ира Кучтембе. Приглашаем на сцену народного поэта Чувашской Республики и заслуженного работника культуры Чувашской Республики, писателя, переводчика, общественного деятеля, члена Союза писателей СССР Валерия Владимировича Тургая. Я уже, наверное, 3-й или 4-й раз говорю, что случайностей в жизни не бывает. Просто их быть не может. Но не случайно Кайсын Кулиев, тяжело раненый под Орлом, оказался именно в Чебоксарах. А не в Йошкар-Оле, а не в Саранске и не в Свердловске, а именно здесь. Может, это голос общих предков. При всем при том, мы дети одного общего предка нашего, общего отца, общей матери. Наукой это давно доказано. И не случайно наш великий Станьял говорит об общности наших языков. Это на самом деле так. Когда мы с Ольгой Тургай были на праздновании столетия другого видного балкарского поэта Керима Атарова, наш друг Муталиб Бепаев, представляя одну гостью из Турции, сказал: «Ул Йитмен Джерджук». Я говорю: Муталиб, знаешь, что ты сказал? Нет земли, где бы она ни побывала. Волч Йитмен Джерджук. Чуваша. Балкарла Ул Йитмен Джерджук. Вот. И это говорит о том, что языки наши, татарский, чувашский, балкарский, это родственные языки, это доказано. Что касается Кайсына, вот я, Фарид, с тобой я абсолютно согласен, вот что-то есть, вот такое ощущение вот родства, братства какого-то. У меня вот, когда я переводил Тукая, Рената, вы прекрасно знаете, было это, я жил в мире Тукая, жизнью Тукая, сердцем Тукая, можно сказать. Также было и с Мусой Джалилем, когда переводил. И тут еще ведь что? Это воин, это защитник Отечества. Я всегда преклонялся и преклоняюсь перед фронтовиками, перед теми, кто защищал нашу Родину. Да, и в тылу можно проявить героизм, но война – это война. Он чудом спас, между прочим, там, чудом. Их сбросили, их парашютную десантную бригаду сбросили на Орел, там многих просто уже в полете убили немцы. А его чудом, может, божественная рука отнесла ветром куда-то чуть-чуть подальше, и он спас. Конечно же, вот сегодняшний день он опять войдет, убежденный, это не красивые слова, войдет в историю, как тот день 29 марта 2013 года, Рената, когда мы общими силами провели праздник дружбы трех народов, балкарского, татарского и чувашского. Это было удивительно. Открытие мемориальной доски приехали наши друзья, наши братья из Балкарии. Это Руслан Булатов и Муталиб Бепаев. Из Казани приехал великий Ренат Харис. Специально, бросив все дела, приехал тогдашний председатель Союза писателей Рафис Курбанов. Кстати, Данил,
нам, чувашам, очень везет с председателями Союза писателей Татарстана. Вот, Фуат Галимуллин полюбил Чувашию, приезжал. Ильфак Ибрагимов полюбил Чувашию, постоянно приезжал. Рафис Курбанов приезжал к нам и дарил тоже наш гость. Давайте поаплодируем нашему гостю. И еще я хочу сказать о благодарности без лестия министру культуры Константину Геннадьевичу, которому, наверное, сегодня не так-то просто. Вы знаете, культура – это особая сфера деятельности, это особая сфера жизни республики, региона, где непросто, где всегда не хватает денег, где проблемы с кадрами. И первый человек, который меня поддержал, когда я сказал, ну, давайте проведем достойный праздник столетия Кулиева, все-таки это же Кулиев, это же… И, конечно же, давайте пригласим Владимира Болгарии. Это был Константин Геннадьевич Яковлев. Спасибо. Это тот случай, когда вот государственный деятель или чиновник вот, работает не по плану какому-то чиновничьему, а вот по зову сердца. Я действительно благодарен. Я уже многих министров культуры Чувашии видел. Я тоже старый молодой человек, как говорил Чехов. И мы сегодня собрались. Я очень рад за молодежь, за наших студентов. Они, конечно, сегодня, которые вышли сюда, просили, волнуются. Вы представьте себе, в 19 лет или 18 лет здесь вот появиться перед такими людьми, перед такой публикой, в такой день и читать стихи наизусть. Зря вы, между прочим, бумажку не взяли. Там можно было и вам прочитать, и по бумаге, это не грех. Спасибо вам. Я вам по-доброму завидую. Быть здесь, видеть, слышать этих людей, это действительно дорого стоит. Жизнь это, ребята, не буги-вуги. Жизнь это не шоу. Жизнь намного сложнее. Это поэзия прежде всего. И это любовь. И именно любовь воспевал Кайсин Кулиев. Поэтому он и мне дорог. Ренат Абый тут сегодня, как уже цитировал, поэтическое кредо Кайсина Шуваевича, а я вот уже буквально зачитаю, что говорил Кайсин Кулиев. Мне очень близко вот все это. Послушайте. «Я против жестокости, шовинизма и истребления людей. Поэзия рождена из света и добра. Злоба и вражда не способны создать ее, и, следовательно, поэзия не может служить им. Поэзия должна быть понятна людям, должна давать им моральную поддержку, мужество, надежду и учить их добру. Поэзия должна быть естественна и легка на восприятие, как, например, стихи Роберта Бернса и Сергея Есенина. Сверкающая словесная акробатика не приводит на меня впечатления. Не производит на меня впечатления. Поэзия – самая прекрасная часть культуры человечества. И, подобно музыке, она одно из его высших достижений и бесценных сокровищ. Я верю в человека, поэтому я и пишу. Кайсин Кулиев. И еще очень символично, что мы столетие Кайсина Кулиева празднуем в то время, когда празднуем 110-летие со дня рождения нашего великого Петра Хузангая. И я всегда был убежден в том, что Кайсин Кулиев и Хузангай – это конгениальные поэты, это равно великие поэты. Да, по своей биографии наш Хузангай не получил Ленинской премии и посмертно, и при жизни, не получил государственной премии СССР, но любовь нашего народа к Хузангаю огромна, поверьте. Вы видели сегодня дворец имени Петра Петровича Хузангая, там улица имени Хузангая, там памятник Петру Петровичу Хузангаю, и есть премия имени Хузангая. Может, действительно нам чуть-чуть меньше надо быть скромным в таких делах, когда мы возвышаем своих великих людей. И очень символично, что вот эти два символа двух народов, Кулиев – это символ балкарского народа, Хузангай – это символ чувашского народа, вместе на все века. И, ребята, я вам уже скажу, я вас призываю, 9 мая мы в этом году впервые возложили цветы, в День Победы возложили цветы к мемориальной доске Петра Хузангая и к мемориальной доске Кайсина Кулиева. Это было очень здорово, это было очень трогательно. Имейте в виду, вот в следующем году, 9 мая,
мы собираемся сперва около дома, где жил Хузангай, а потом все вместе пойдем к тому месту, где находился эвакогоспиталь 3052, где лечился Кайсын Кулиев. Что прочитать? Все-таки хочу прочитать одно стихотворение в моем переводе. Вот она книга, небольшая, видите, но говорят, мал золотник, да дорог, да? Здесь те стихи, которые в то время мне были наиболее близки, но каждое стихотворение дорого. Я переиздал эту книгу, она уже раритет, 1000 экземпляров растворились очень быстро, но все-таки вот прочту стихотворение «Черный конь умирает на белом снегу». Одно из самых любимых моих стихотворений, одно название чего стоит. Уже картина, уже поэзия. Черный конь умирает на белом снегу. Шуруюржинче хура ойер билеть. Шелемест перевилем. Юржине хуравут. Перзаанже ергюлем. Челенче свинчевод. Юлануче земунжен полнощивых тусем. Волпальмень паранмашкан, амартма кивнежем. Сагалмар волшендерна, шив журба тузине, Сагалмар куласкинен, туйнавал пашинен. Вечно волшу земщиен, Анна волту синжень, Хохиземон он щивеч, Уриземон синже. Хурауден кущуля, Тулнасивтун захпа, Сылама Юркуля, Ют енгрис лышпа. Эштисы не хожандовал воймеши лемень, Малаллах вал васкана юндармаштан палемень, Юршавать чаран мазар. Ушнеустно чечек, Ут вырдать пускалым мазар. Щингур мамилем бег, Шелемес перевилем, Валпурин же депур, Хурава юрда биля, Юля, Шапшура, Юр, Кайсын Кулиев. А сейчас я хочу, пользуясь возможностью, дорогие гости, вам уникальную книгу. Это шедевр не только чувашской литературы, это шедевр мировой поэзии. Ренат Харис это говорит везде, и в Татарстане, и в Дагестане. Это поэма «Нарспи» нашего гениального Константина Иванова. Здесь под одной обложкой на 7 языках. На чувашском, на татарском, на русском, на башкирском, на украинском, на болгарском и на венгерском языках. Примите, пожалуйста. Да, это Фатима вам, Лейла вам, пожалуйста. Да. Лейла, хочу, чтобы сами получили. Это последние экземпляры. Да. Данил, дорогой брат, я думаю, ты будешь нашим другом, мы давно с тобой друг друга знаем. Спасибо, что бросил все дела и приехал. Кстати, в первый раз в Чебоксарах. Аплодисменты Данилу Садкову. Рената говорит, что да, я знаю, что есть Рената, вы берите, пока даю. Да, потом не будет. Вот Рената, вы сейчас авторитетно скажет коротко об этой поэме. 2 слова, пожалуйста. Ренат Харис. Об этой поэме можно говорить и долго, но коротко невозможно, потому что это гениальная поэма. Тут все есть, и душа чувашского народа, и характер чувашского народа, и эстетика, и эстетические идеалы, все идеалы чувашского народа в этой поэме есть. К великому сожалению, не я перевел Нарспи на татарский язык. Перевел человек, Шараф Мадарис, который владел, не только знал чувашский язык, а владел чувашским языком и здорово перевел. Я несколько раз попытался перевести, но у меня не получилось лучше, чем у Шарафа Мадариса, но зато я написал поэму по следам Нарспи. Ой, по следам Нарспи написал. Я объяснился в этой поэме в любви к чувашскому народу в лице одной маленькой чувашки, которая вместе со мной училась и которая помогала мне изучать чувашский язык. И вот недавно
мне прислали книгу, называется «Татарский Титаник», поэмы народного поэта Татарстана Рената Хариса в переводах Николая Переяслава. И вот здесь есть поэма по следу на спи на чувашском языке. Эту книгу я бы тоже хотел подарить в библиотеке, а до этого эту поэму перевел на чувашский язык. Семендер, ты переводил, да? Вместе с Семендерьей Афанасьев. Пополам. Семендерья Порфирий Афанасьев. Да. Порфирий Афанасьев и они перевели, и притом перевели здорово. И вот, а на русский язык перевел Николай Переяслав. Я эту книгу тоже хочу подарить. Народ, который в 25 лет написал такое произведение, это народ великий. человек и как поэт.
Его поэзия честная, мужественная, вдохновенная достояние не только современности, но и будущего. Тайна обаяния и величие Кайсына Кулиева, глубины народности, его личности и его поэзии. Глубокая тревога о счастье простых людей, о мире на земле, призыв к дружбе между народами сделали его имя и его поэзию достоянием миллионов читателей. Благодарим вас за участие. Желаем вам, чтобы частичка души Кайсына Кулиева жила в сердце каждого из вас.